На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амшекшара. Здравствуйте. Президент Рауль Хаджимба встретился с участниками акции, выступающими за закрытие Сухумской мусорной свалки. Участники акции поставили вопрос о необходимости скорейшего закрытия свалки для сброса твердых бытовых отходов в районе Маяка. Вот та ситуация, которая сложилась сегодня у нас на мусорном Сухумском полигоне, ужасающая. В наших домах воняет свалка. Невозможно. Все санитарные нормы нарушены, все стандартные нормы нарушены. Все, что мы хотим, чтобы мы, туристическая страна, туристическая столица, курортная, мы хотим дышать чистым воздухом. Мы хотим, чтобы к нам приезжали туристы. Мы хотим, чтобы у себя в домах люди, чтобы в гостиницах при ближайшей полосе на берегу моря, чтобы приезжали, чтобы не воняло. Мы думаем о своих детях, о будущем поколении. Мы требуем, чтобы немедленное закрытие Сухумской свалки. Глава государства пояснил собравшимся, что моментальное закрытие свалки не представляется возможным. Мы вам тогда говорили, когда этот вопрос подняли, мы открытым текстом сказали, найдем какие-то средства на первом этапе, до конца первого квартала, закроем тему котлована, дорогу какую-то проведем, для того, чтобы отдалить эту ситуацию. Дальше дайте нам возможности приобрести сортировочное оборудование, вытащить, как говорится, все документы, необходимые для того, чтобы организовать полигон. Мы этот полигон уже официально, как говорится, документально оформили. Теперь нужны денежные средства. 120 миллионов порядка нужно на то, чтобы, как говорится, организовать этот полигон. Полигон, это не просто площадка, на которую привозить нужно и мусор сбрасывать. На нем должна быть соответствующая сортировочная машина, которая позволит нам рассортировать по так называемым фракциям все эти мусорные поступления, которые будут идти на этот полигон. Для этого нужно время, для этого нужны проектно-сметные документы. Это не работа одного дня или недели или месяца. В рамках реализации распоряжения президента от 4 декабря администрации города Сухум в районе Маяка было осуществлено устройство дополнительного котлована для сброса твердых бытовых отходов. Площадки для сброса твердых бытовых отходов были обеспечены подъездные пути к дополнительному котловану и водоотведение от него. Также администрация Гулрыбского района выделила земельный участок для размещения полигона твердых бытовых отходов. Исполнился 101 год со дня создания военных комиссариатов. 8 апреля 1918 года Совнарком принял декрет об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам, деятельность которых позволила в кратчайшие сроки создать сильную Красную армию. Именно эта дата и считается днем основания военных комиссариатов почти во всех странах постсоветского пространства. В Министерстве обороны Абхазии прошло торжественное собрание, посвященное этому дню, до начала которого служащие ведомства возложили цветы к мемориалу погибшим защитникам Отечества в парке Славы в Сухуме. Выступающие на собрании отметили значимость военных комиссариатов в укреплении обороноспособности страны. Министр обороны Мираб Кишмария поздравил работников комиссариатов с праздником, а отличившиеся сотрудники были награждены почетными грамотами и поощрены денежными премиями. Ушел из жизни заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазской АССР, заслуженный тренер Абхазии по конному спорту, судья международной категории, вице-президент Олимпийского комитета Абхазии, бывший председатель Государственного комитета по спорту Республики Абхазия, кавалер ордена Ахзапша третьей степени Валерий Барцец. Распоряжением премьер-министра Валерия Бганба создана комиссия по организации похорон под председательством вице-премьера Астамура Кецба. Церемония прощания с Валерием Барцец состоится 9 апреля в 14:00 во Дворце культуры города Гудаута. Сегодня потеряли человека, который прожил всю свою жизнь, отдавая всю свою энергию, все свое здоровье развитию спорта.
развитию олимпийского спорта. Несмотря на сложный период послевоенного времени, войны народа Абхазии 1992-1993 года, Валерий Чинчорович, не покладая рук, начал заниматься со своими друзьями продвижением развития абхазского спорта. Как известно, абхазский спорт всегда имел большое будущее и своими знаменитостями, олимпийцами, чемпионами СССР и так далее. В этих рядах всегда находился Валерий Чинчорович, который всегда поддерживал и делал все возможное. То есть всю ту работу, которую он осуществлял, дай Бог, чтобы поколение молодое, чтобы это продолжало. Мы, Государственный комитет Республики Абхазия по физической культуре и спорту, на сегодняшний день по большей части ведем активную работу, исходя из тех нормативных документов, тех положений, которые были разработаны еще, когда работал Валерий Чинчорович. Поэтому для меня большая честь была и большая гордость, что такой человек был всегда с нами рядом. А сегодня мы все и вся спортивная общественность скорбит по утрате такого человека. В Сухуми на аллее пограничников состоялось мероприятие, посвященное памяти сотрудника пограничного управления ФСБ России в Абхазии Василия Квитко, погибшего при исполнении воинского долга 8 апреля 2011 года в Абхазии. В то время в Галском районе было немало грузинских бандформирований, занимавшихся терроризмом и похищением людей. Подполковник Василий Квитко в составе пограничного наряда выполнял задачи по охране государственной границы, вступив в бой с одной из преступных групп в селе Чубырхинч Галского района. Василий Квитко отдал жизнь за безопасное будущее жителей Абхазии, с честью выполнив воинский долг. За мужество и отвагу, проявленные во время этой операции, указом президента Российской Федерации подполковник Василий Квитко был посмертно награжден орденом мужества. Указом президента Республики Абхазия за вклад в обеспечение мирной жизни в Абхазии подполковник Квитко также посмертно был награжден медалью за воинскую доблесть. Память о подполковнике Василии Квитко навсегда останется в памяти абхазского народа. У нас есть традиция пограничных войск. Мы никогда не забываем тех ребят, которые ценой своей жизни выполняют свою поставленную задачу. А задача была у них охранять государственные границы Абхазии. Семья есть, дети еще остались, но это все, прежде всего, долг. Это место для нас очень знакомое. Если хожу, скажем, вдоль берега, обязательно зайду, поклонюсь этим людям. Эти люди в мирное время выполнили боевую задачу, как на войне, отдали свою жизнь на недорожной границе Абхазии. Весной прошлого года в результате паводков река Бзып сменила свое течение, разрушая насосные станции и затапливая приемные колодцы Пицунды. На проблемном участке работы по изменению русла реки начались в январе 2019 года и сейчас подходят к завершению. Репортаж Саида Джерсаля. Проблемы с рекой Бзып в районе цитрусового совхоза в городе Пицунда начались еще весной 2018 года, когда из-за паводков резко поднялся уровень воды. Прорвав дамбу, которая была построена еще в советские годы, река разлилась в сторону приемных колодцев, из которых получает питьевую воду вся Пицунда и близлежащие села. Причем воды в колодцы стало поступать больше, чем они могли вместить, что со временем привело бы к их разрушению. Вот почему встал вопрос об изменении русла реки, его расширении и углублении. Ситуацию эту мы обозначили еще осенью, потому что русло реки изменило направление, и направлением прямо шло прямо на наши колодцы. У нас колодцы расположены вдоль, и подпитку мы берем с Бзып, естественной подпиткой мы водоснабжение подаем в город и близлежащие села. Из-за того, что речка изменила русло, здесь образовался остров и больших объемов. И мы эту тему вынесли через экологов, уже дальше на кабинет министров, обозначили проблему. В январе месяце УКС осметил, и дальше мне кабинет министров дали команду выполнить подряд, потому что весенним паводком
можно было эту систему вообще потерять. Русло уже на своем месте, мы уже ничего не боимся, того, что паводки уже, в принципе, начались, потаи небольшие идут, но мы уже как бы завершаем работу. Практически за 3 месяца было вырыто новое русло шириной в 80 метров, длиной более 700 метров и глубиной в 2,5 метра. Всего в ходе работ специальной техникой из реки вытащили около 650 тысяч кубометров грунта. Сейчас работы подходят к завершающему этапу. По словам специалистов, чтобы остановить воду, была построена дамба высотой до 8 метров. Таким образом, был образован искусственный островок, который раздвоил направление реки. Это было сделано для того, чтобы один из рукавов проходил через территорию водоканала, что позволяет естественным путем подавать воду в 10 приемных колодцев. Через подготовленную заводь в приемные колодцы будет поступать около 15% от общего потока Бзыби. Этого достаточно, чтобы обслужить все население даже в летнее время. На территории головных сооружений находится 10 колодцев. Они все между собой взаимосвязаны. Если, не дай бог, пошло бы разрушение во время паводков, смыло бы колодец один или второй, то дебит воды, естественно, в этом колодце был бы гораздо меньше, на 30%. Мы провели огромную нужную работу по эксплуатации водоканала. По словам специалистов, необходимо ежегодно проверять состояние и поведение реки. Не исключено, что придется вновь местами углублять Бзыбь, а где-то наоборот подсыпать грунт. На гидротехнические работы в русле Бзыби были выделены средства из бюджета республики. Когда мы изучили этот вопрос, мы поняли, что это масштабное мероприятие, что своими силами мы не справимся, и мы написали письмо президенту Раулю Хаджимбу о том, что нам предстоят большие работы. После того, как данный вопрос был рассмотрен, изучили, президент дал указание. Было поручено провести все эти мероприятия курорту Пицунда, так как курорт Пицунда является градообразующим предприятием. Сотрудники курорта Пицунда, не пожалев ни здоровья, ни времени, как говорится, занимались всеми этими мероприятиями и довели дело до логического конца. Сегодня мы можем сказать о том, что эти водозаборные сооружения находятся в безопасности. Пицунда – один из немногих городов Абхазии, где нет проблем с подачей воды. Население города и окрестных сел составляет примерно 5000 человек, но в туристический сезон население, а значит и количество потребителей воды, увеличивается в разы. Именно поэтому подобные берегоукрепительные работы в этом участке важны для курорта. Работы по изменению русла реки Бзыб планируют завершить в течение недели, на месяц раньше установленных сроков. Саиджи Арсалия, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. В Сухуме завершил свою работу второй международный кинофестиваль СИФ. На конкурс фестиваля поступило около 3000 заявок от иностранных режиссеров, из которых отобрали 30 короткометражных фильмов. В число номинантов вошли участники из Испании, Франции, Германии, Южной Кореи, Польши, Косово, Ирана, Эстонии, Туниса, Италии, Румынии, Греции, Китая, Казахстана, Андорры, Турции, России, Белоруссии и Абхазии. В жюри вошли российские режиссеры Алексей Федорченко и Нигина Сифулаева, победитель СИФ 2018 года, Ирина Волкова, кинокритик из Голландии Майк Навс и абхазский режиссер Ада Квирая. Лауреаты и победители кинофорума оглашены на торжественной церемонии закрытия фестиваля. Репортаж с церемонии закрытия второго Сухумского международного кинофестиваля СИФ смотрите в нашем эфире во вторник. Во всех столичных школах Министерства образования республики провело конкурс рисунков против наркотиков. Учащиеся сухумских школ могли принять участие в конкурсе и выразить через рисунок свое отношение к актуальной проблеме наркомании. Из всех работ будут отобраны несколько рисунков, которые затем появятся на баннерах в разных районах столицы. Идея проведения данного мероприятия принадлежит автору программы «Независимость», журналисту Нали Мукба. Инициативу также поддержала столичная администрация.
В рамках программы мы много говорим о проблеме, да, и теперь мы хотим рассказать немножко о своих предложениях и воплотить какие-то из них в реальность. Как бы показать какой-то пример. Пусть это небольшой шажок, но хоть какую-то лепту в решение вот этой проблемы внести. И вот этот первый шаг – это такая социальная антинаркотическая реклама. Такая реклама будет, ну, на наш взгляд, более эффективная, потому что она рассчитана на детей и на их родителей. Дети сами расскажут о том, что они считают ужасным, да, в наркомании. Хочу сказать спасибо тем, кто такую идею вот в рамках нашего проекта «Независимость» поддержал. И мы надеемся, что дальше и другие города последуют этому примеру. Я считаю, что это хорошая акция. И мы на первых началах мы вывесим 2-3 таких баннера. Посмотрим, какая будет реакция со стороны горожан. Если оно получит положительную реакцию, мы увеличим это количество. Так мы внедрили в 2016 году программу, она называется «Мой выбор здоровья», по которой мы во всех школах ввели кружки, начали строить спортивные площадки, ремонтируем спортивные залы в школах. В этом плане то, что сегодня предлагается, это еще один плюс к этой программе. 7 апреля в Гагарском районе на горе Мамзычиха было замечено возгорание. В тот же день министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня произвел осмотр территории на вертолете. По предварительной информации, огонь распространился на площади в 10 гектаров труднодоступной горной части хребта. По сообщению пресс-службы спасательного ведомства страны, для основной части населенных пунктов, примыкающихся к горе Мамзычиха, серьезной опасности нет. В данное время подразделение МЧС Абхазии тушит пожар на горе с помощью вертолета Ми-2. 11 апреля в 18 часов в рамках государственных мероприятий, приуроченных к 80-летнему юбилею абхазского поэта, лауреата Государственной премии Республики Абхазия имени Дмитрия Гуля Таифа Аджба, в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба состоится премьера спектакля по дневнику поэта «Дожить до рассвета». Режиссер постановки Мадина Аргон. Вход свободный. Абхазскому государственному драматическому театру имени Самсона Чанба подарили рояль стоимостью 1 миллион 200 тысяч рублей, рассказал абхазскому телевидению гендиректор театра Надар Чанба. Рояль от производителя Steinway Sons передали абхазскому драмтеатру его друзья из Германии. По словам Чанба, инструмент долгое время использовали в Москве, затем в Казани. Сначала за него просили 2 миллиона рублей, потом 1,5, и в итоге удалось купить рояль за 1 миллион 200 тысяч рублей. Как добавил Надар Чанба, незадолго до этого президент Абхазии Рауль Хаджимба выделил средства на покупку этого инструмента, которые будут перенаправлены на нужды театра. С самого начала открытия абхазского театра в нем всегда были рояли, говорит Надар Чанба. Сегодня в любом драматическом театре мира, куда бы вы ни пришли, есть рояли. Теперь у нас есть фортепиано, и мы будем проводить концерты, сказал Надар Чанба. 11 мая в Ачамчире состоится забег, приуроченный ко Дню Победы 9 мая. Организатор мероприятия – Федерация триатлона Республики Абхазия «Спорт Апснам». В соревнованиях могут принять участие как взрослые, так и дети. В рамках спортивного мероприятия состоится ачамчирский забег, велозаезд, дуатлон, велоэтап на 2 разные дистанции и детский дуатлон. А сейчас о погоде. По сообщению гидромедцентра, в Абхазии ожидается небольшая облачность, возможен туман, днем преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 6-11, днем 18-23. Температура морской воды плюс 10 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.